Читаем газету «Канаш» от 14 августа 2020 года, номер 59. Герой призвался в 1940 году. 2020 год указом президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен годом памяти и славы в связи с тем, что российский народ отмечает 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Хочу напомнить об одном герое, уроженце села Высоковка Канашского района, Анатолии Александровиче Иванове, которому 20 марта этого года исполнилось бы 100 лет, однако он прожил всего 82 года. Если бы был жив, Анатолий Александрович на днях отметил бы еще одну дату. Ровно 80 лет назад, 15 августа 1940 года, он был призван Шихозанским районным военкоматом в ряды вооруженных сил СССР. Служба Анатолия Иванова началась за год до начала трагических событий в истории нашего народа. За это время он смог стать профессиональным военнослужащим инструктором. Когда началась Великая Отечественная война, на территории Чувашской республики стали создаваться воинские подразделения и соединения, в том числе 324-я стрелковая дивизия, которая формировалась на территории Чебоксарского, Канашского, Вурнарского, Батыревского районов и города Чебоксар. В августе 1941 года Анатолий Иванов прибыл в образованную дивизию. В течение 3 месяцев он успешно выучил готовых вступить в схватку с врагом военнослужащих, уроженцев нашей республики. Первое сражение они приняли под Москвой, где прошли боевое крещение. В 1942 году Анатолий Иванов окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В октябре 1943 года получил приказ форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу. Отряд захватил плацдарм и удержал его, несмотря на сосредоточение в этом месте больших сил противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Иванову Анатолию Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Уже через год, в октябре 1944 года, был представлен к званию Героя СССР во 2-й раз, но вышестоящее командование ограничилось орденом Александра Невского. Второй героический поступок Анатолия Иванова связан с тем, что он захватил плацдарм и удерживал его вплоть до тяжелого артиллерийского огня на себя. Он мог в этом бою погибнуть, был тяжело ранен. После окончания войны и возвращения домой боец проживал в Урнарском районе, но канашцы его не забывают. 1 апреля 2020 года собрание депутатов Канашского района присвоил Анатолию Александровичу Иванову звание «Почетный гражданин Канашского района». Это решение свидетельствует, что мы помним своих героев, помним вопреки тем действиям, которые творятся на Западе, в бывших советских республиках, где происходит ревизия итогов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Мы верны заветам, которые Анатолий Иванов оставил для нас, и надеждам, которые поколение победителей возлагало на нас. Текст читал Павел Демин.